меня зовут Якуб Булатгабитович, я являюсь генеральным директором группы компаний QMP. Как я достиг такого результата? Вопрос интересный, конечно. С такими людьми легче работать и проще работать, и поэтому попросил приехать, встретиться, обсудить. Когда я находился в городе Астана, у нас есть случаи, когда парни там в 2016-2017 году приходили помощниками, потом шли по карьерной лестнице, становились инженерами, экспертами. Знания нужно передавать. Это знание же такое, ты не удержишь себе, не заберешь с собой. Лучше его оставить, и это будет большое наследие. Всем добрый день, меня зовут Якуб Булатгабитович, я являюсь генеральным директором группы компаний QMP. По аббревиатуре Kazakh National Product. Наша компания занимается инжиниринговыми услугами в области металлургической, промышленной, горной, нефтеперерабатывающей, атомной промышленности. Я родился в городе Темиртау в 1987 году, 22 ноября. Прожил в городе Темиртау проучился в Темиртау до 6 класса, это 12-13 лет. После этого переехали в город Караганду, отца перевели по работе, и мы всей семьей поехали в Караганду, там жили. Получается, там я поступил в среднюю школу, третью среднюю школу, проучился какой-то год, после этого поступил в школу-интернат для одаренных детей Даран. Закончил ее в 2005 году, и сразу же в 2005 году я поступил в Карагандинский государственный технический университет на специальность технологические машины и оборудование. После этого, получается, после окончания университета в 2009 году я вернулся в родной город, в Темиртау, там совместно с братьями работал, потом работал у дядьки в ресторане, начинал с бармена, на каникулах летом подрабатывал. И в 2011 году я заочно поступил на юриспруденцию, заочно окончил Казпотребсоюза, и в том же 2011 году я женился в возрасте 23 лет. На данный момент у меня есть 3 детей. После женитьбы я работал в разных организациях, там были компании, автосалон был в городе Темиртау, также на автокомплексе, также я работал в одной строительной компании менеджером. В 2013 году меня позвали на проект друзья, попросили помочь им построить бизнес-центр. Я был менеджером этого проекта от начала до конца, полностью занимался согласованием документов в госорганах, занимался снабжением, вел стройку, работу с подрядными организациями, контролировал полностью весь ход строительства, вплоть от водоснабжения до кладки кирпичей, до внутреннего ремонта. Совместно там с дизайнерами мне помогали 2 девушки, Ксения и Лилия. В общем, мы успешно закончили этот проект, и с 2013 по 2014 год, в общем, практически там 1,5 года я этим занимался. После этого я открыл свою фирму по строительству. Думал, что я уже все освоил. И проработав несколько лет, с 15 по 17 год, у меня начались какие-то проблемы. В общем, я там прогорел, обанкротился. Как раз-таки в этот момент меня пригласили снова вернуться в компанию, в которой я начинал, где я строил бизнес-центр. И с 17 года я устроился менеджером по исполнению проектов, договоров, проработав 9 месяцев, показав результат определенный, был назначен директором компании «Гормонтаж Проект». Карагандинская компания занимается техническим обследованием зданий и сооружений в области промышленной безопасности. Также мы занимались геологией, геодезией, проектированием. После 2018 по 2020 год я руководил данной компанией. После этого перевели меня, грубо говоря, назначили директором компании по дефектоскопии. Более крупная компания в нашей группе. 2020 по 2023 год я управлял данной компанией. Компания занимается неразоружающим контролем, дефектоскопией, проверкой сварных стыков, продление срока службы опасных производственных объектов, и трубопроводов. В 2023 году ко мне поступило предложение возглавить наш холдинг, нашу группу компаний. И с 1 октября 2023 года я являюсь генеральным директором группы компаний. Как я достиг такого результата? Вопрос интересный, конечно.
Я думаю, что самое основное – это надо трудиться, не переживать, не опускать руки. Переживать, конечно, надо, где-то нужно даже переживать, это помогает тебе в решении проблем. Но самое главное – не опускать руки, не поддаваться внутренним эмоциям и не уходить в себя. Также я призываю всех, всю молодежь в первую, не в первую, в основную, потому что они все на первой строке стоят, это быть справедливым, быть честным. Нужно быть справедливым, нужно взвешивать разные ситуации, спорный момент, ставить себя всегда на две стороны. Всегда есть, допустим, проблема, в которой происходит какое-то недопонимание между сторонами. Обязательно надо думать о том, что вот если бы ты оказался на том месте, как бы ты себя повел. А если бы с другой стороны был, то какие решения бы ты принял. Нельзя никогда обманывать. Надо всегда быть честным по отношению к своим коллегам, сотрудникам, друзьям. Даже если что-то получилось не так, вышло как-то нехорошо, то можно всегда прийти, объяснить, рассказать, либо как-то донести свою правду или свою сторону, почему так произошло. Вот это самое, думаю, основное. Если в работе вы будете честными перед своим сотрудником, перед своим руководством, то вас всегда будут уважать, знать, что реально с такими людьми легче работать и проще работать. И поэтому такие люди, мне кажется, всегда достигают успеха. Пришел я в этот проект, меня посоветовали Ерниязова Айсулу Алимжановне. Она мне позвонила, переговорила, сказала, вот у нас стартует такая программа, как Улт Казынасы. Могли бы мы с вами, попросила приехать, встретиться, обсудить. Когда я находился в городе Астана, после этого я сказал, что я буду в отпуске и как раз буду проездом в Караганде, давайте заеду. Получается, я приехал в Караганду, мы встретились с Айсулой Алимжановной, и она мне рассказала про проект Улт Казынасы, начала объяснять, что такой проект уже давно они с государством, с акиматами, они давно это обсуждали, хотели помочь сельской молодежи в том, чтобы у них была возможность как-то параллельно тому, чтобы поступить в университет, что-то еще, какую-то еще дополнительную возможность для того, чтобы проявить себя. Вообще проект очень хороший, очень интересный. В наше время, когда в 2005 году или там даже в школе 2004 год, не помню, чтобы как-то какие-то такие программы были. Возможно, их даже и не было, они, возможно, только-только сейчас зарождаются. Я бы хотел, чтобы данная программа продвигалась, развивалась, возможно, не только в Караганде, но и в других областях, так как человеческий потенциал самое важное в Казахстане, да, что наша молодежь, она может достичь больших высот, если правильно их направить, если правильно им дать образование, объяснить, что нужно, что требуется от них, то можно хороших самородков взрастить в государстве, которые будут работать на пользу нашего государства. В общем, встреча была такая интересная. Я приехал, переговорили, Айсула рассказала о себе немного, почему это произошло, как она попросила меня предложила мне быть ментором данной программы. Я в целом, недолго думая, для себя понимал, что, наверное, не то, что, наверное, надо соглашаться, потому что, во-первых, для меня это не то, что новое, для меня это не новое. Для нас в группе компаний нашей, у нас и так это работает программа. Единственное, мы работаем с молодежью, которые закончили университет. Они поступают к нам стажерами, мы к ним прикладно представляем наставников. Кто-то занимается, получается, ими, рассказывает, объясняет, как правильно нужно работать, что нужно делать. Допустим, есть стажеры у нас в бухгалтерии, юридической части. Приезжает очень много стажеров. Тут помощники дефектоскопистов, помощники по экспертам по обследованию зданий и сооружений. И многие из этих ребят, которые только-только закончили университет, многие остаются у нас дальше работать в компании.
Многие ребята у нас дорастают до директоров. Вот у нас есть случаи, когда парни там в 2016-2017 году приходили помощниками, потом шли по карьерной лестнице, становились инженерами, экспертами. После этого они становились менеджерами, проектными менеджерами, учились управлять, учились менеджменту. На сегодняшний день есть некоторые ребята, которые стали директорами компании, у нас возглавляют, перед ними ставятся определенные большие задачи, они выполняют их довольно-таки неплохо. И в этом плане я понимаю, что это правильная программа. И хорошо, что государство создает такую программу, так как реально, что возможно у людей, у нашей молодежи просто может не оказаться шанса где-то попасть, проявить себя. А здесь есть ментора, есть люди, которые все-таки с большим опытом, сознанием дела своего могут выбрать для себя подопечных, как-то научить, передать свои знания другим людям. Вообще я считаю, что знания нужно передавать. Это знание же такое, ты не удержишь себе, не заберешь с собой. Лучше его оставить, и это будет большое наследие. Так как всегда, допустим, я думаю, что многие помнят своих там преподавателей, учителей, наставников, тех, кто научил чему-то в жизни этом человеке. Он всегда будет благодарен этим людям, которых научили. Что еще бы хотелось сказать для нашей молодежи? Самое основное хотелось бы сказать, что, ребята, самое главное, никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки. Все это проблемы, которые на сегодняшний день есть у вас, это кажется, что они нерешаемы, но всегда можно это все решить. Главное, не надо закрываться. Ходите, пытайтесь, решайте эту проблему. Потому что если вы не будете ею заниматься, не будете решать проблему, за вас никто это не сделает. Начинайте всегда с себя, начинайте пробовать. Не ждите, что кто-то вам поможет, подскажет или что-то вам даст, принесет на всем готовом. Если вы не будете стремиться к знаниям, к чему-то новому, то и никто, в принципе, не узнает о том, что вам это нужно. Поэтому надо всегда показывать, говорить, и не надо стесняться того, что кто-то вас может о чем-то осудить или как-то неправильно понять. Это наши внутренние страхи, внутренние барьеры, которые надо перешагивать, перебороть внутри себя и идти навстречу